Алейкум рахматуллах. Дорогие братья и сестры, в адрес передачи «Свет Ислама» поступили вопросы. Спасибо всем, кто написал нам, и дай Аллах им здоровья. Пишет нам Камзатов Осман из Махачкалы. У него 3 вопроса. Первый. Как смотрит ислам на рекетирство? Ответ. Ислам против любого насилия, а также кушания нечестным путем. Оба эти явления и есть в рекетирстве. Поэтому человек, занимающийся рекетирством, совершает сразу 2 больших грехов. Грех за насилие и грех за кушание нечестным путем. В Коране сказано: «Вама лилзалимина мин насир», и не будет насильникам помощника, то есть имеется в виду судный день. В хадисе тоже сказано: «Иттаку зульма, фа инна зульма зулуматун яумал кияма». Бойтесь насилия, поистине насилие – это тьмы в судный день. Еще в хадисе сказано: «Куллу лахмин набата мин сухтин, фаннару ауля бихи», равахуль Байхаки. Мясо и жир в человеке, полученные от кушания нечестным путем, достоин огню ада. Второй вопрос его: можно ли молиться пьющему человеку? Ответ. Не только можно, но и нужно, потому что намаз – один из 5 столпов ислама. И еще, если человек будет пить, ему за это пишется 1 грех. А если он будет и не делать намаз, то ему пишется уже 2 больших грехов. Так не лучше ли ограничиться 1 грехом, чем совершать 2 больших греха? И третий его вопрос: можно ли совершать намаз в нетрезвом состоянии? Ответ: нельзя. В Коране сказано: «Валя такрабу салата ва антум сукара, хатта та'ламу ма такулун». И не приближайтесь к намазу, когда вы находитесь в нетрезвом состоянии, пока не будете знать, что говорите. Пишет нам Ибрагимов Ибрагим из Махачкалы. Задает следующий вопрос. Что сказано о трауре в Коране на 3, 7, 40, 52 дни? Ответ. Отмечать 40 дней или 52 день или годовщину умершего является новшеством порицаемым. Поэтому никакого саваба за это не будет. А вот завершить траур, тазият, через 3 дня и расходиться по домам – это суннат, то есть желательно. Еще суннат каждый день до окончания 7-го дня раздавать садака от имени умершего. Потому что есть хадис, указывающий на то, что му'мин, то есть мусульманин, после его захоронения будет в течение 7 дней подвергаться вопросам ангелов. И эта садака облегчит ему этот процесс. Ахмедов Алауддин из Тарках спрашивает: существует ли в шариате смертная казнь и за что? Да, существует. Например, за умышленное убийство или за распутство, который до этого был в браке. А если никогда до этого не состоялся в браке, то наказание за распутство 100 палков и высылка на 1 год. Есть и другие поступки, за которых назначается смертная казнь. И второй вопрос Алауддина: можно ли исповедовать одновременно ислам и христианство?
Что нужно сделать, чтобы принять ислам? Ответ. Истина бывает одна, и истина состоит в исламе, потому что ислам – это вера в единого Бога и признание всех пророков и книг Божьих. Без исключения. Здесь все просто и ясно. А в христианстве такой ясности нет. Они не признают Коран, не признают Мухаммада, обожествляют Иисуса и Марию. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, сказано в Коране. Кто будет искать и придерживаться, кроме ислама, другой религии, тот у него не будет принят, и он на том свете окажется в убытке. То есть он потерпит убыток. И религия, которую он держал, ему не поможет, кроме ислама. А ответ на вторую часть вопроса, что нужно сделать, чтобы принять ислам, такое. Нужно свидетельствовать, что нет божества, кроме единственного Аллаха, и что Мухаммад – последний посланник Аллаха. С произношением этих слов человек считается мусульманином. Сразу после принятия ислама желательно, хотя и не обязательно, скупаться. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на такой момент. Христианин или человек какой-то другой веры, если приходит к исламу, мы приветствуем его. Ну а если мусульманин уходит от ислама к другой религии, мы считаем его поступок самым тяжелым грехом. Нет ли здесь у нас однобокости, односторонности, необъективного подхода к этому вопросу? Могу твердо, не кривя душой, заявить, что никакой необъективности здесь нет, и вот почему. Христианин, например, приняв ислам, становится полным верующим. То есть он остается в полном уважении к Иисусу. И после веры в Мухаммада, алейхиссалам. Чего не скажешь об отошедшем от ислама, потому что он своим отходом не верит к посланнической миссии Мухаммада и не верит в Коран. Оставим нашу принадлежность тому или иной религии и будем судить по здравому смыслу. Кого же из них мы будем приветствовать? Того, кто пришел к вере всем? Или того, кто разделил пророков на хороших и плохих? Спрашивает нас, имя полное не назвал, а просто буквы А, В из Махачкалы. Было бы, если полное имя назвал бы, лучше. Я слышала, что мусульмане Дагестана придерживаются шафии мазхаба. Хочу подробно узнать, что это означает. Ответ. Хотя и не все мусульмане Дагестана придерживаются шафии мазхаба, как, например, азербайджанцы и нагайцы, но абсолютное большинство последователей этого мазхаба. В исламском мире суннитского толка существует общепризнанных 4 мазхаба. Ханафитский, названный в честь его основателя Абу Ханифа, Маликитский, названный в честь его основателя Малик бин Анаса, Шафиитский, названный в честь его основателя Абу Абдуллах Мухаммад бин Идрис аш-Шафии, и Хамбалитский, названный в честь его основателя Ахмад бин Хамбала. Мазхаб – это богословско-правовая школа. В основах ислама нет у них разногласий. Разногласия существуют в некоторых второстепенных вопросах. По причине иджтихада вышеназванных
ученых. Иджтихад – это юридическо-богословское достижение высшей ступени знаний и получение права самостоятельно решать те вопросы юридическо-богословского характера, на которых нет ответов в Коране и в Сунне. Мусульманин обязан быть последователем одного из этих 4 мазхабов. Можно перейти из одного мазхаба на другую, но нельзя выйти и отвернуться от всех 4 мазхабов. И глубоко заблуждаются те, которые призывают к оставлению мазхабов и взятию ответов на вопросы только из Корана и Сунны. Разве им не известно, что нет в Коране и Сунне ответов на все вопросы? И поэтому все ученые ислама единогласны в том, что шариат основывается на 4 вещах. Коран, Сунна. Сунна – это поступки и высказывания и одобрения пророка. Иджма. Иджма – это единодушное мнение авторитетных ученых. И кияс – это суждение по аналогии. Вот на этих 4 вещах основывается шариат, а не только на Коране и Сунне. На этом закончим сегодняшнюю передачу, которую можно условно назвать «Вопросы и ответы». Пишите, звоните, мы, иншаллах, ответим. Еще раз благодарю вас. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.